Қайырлы күн, қош келдіңіздер. Казахский язык для начинающих. Сегодня мы поговорим о конструкции глаголов с суффиксами а, е, и. Узнаем, как образуется эта форма, в каком контексте они употребляются и как правильно использовать их в предложении. Ендеше бастайық. Конструкция состоит из 3 частей. Это етістіктің түбірі, корень глагола, суффикс а, е, и плюс жіктік жалғау, личные окончания. Для начала нужно определить корень глагола. В словарях все глаголы даются в начальной форме, инфинитив. Например, смотреть, читать, думать. В казахском языке это глаголы с суффиксом «у». Бару, келю, жазу, армандау, жил, ушу, уку. Чтобы найти корень, просто нужно убрать суффикс «у». Бар, кель, жаз, армандау, арманда, же, эш, жу. Но есть некоторые глаголы исключения, как уку, хою, даму. Об этом мы поговорим на следующем уроке. Итак, после глагола дальше следуют суффиксы а, е, и. Если корень оканчивается на согласные, то используем а или е в зависимости от твердости и мягкости слова. После гласных всегда идет и краткое. Дальше следуют личные окончания, которые меняются по лицам и числам. Например, первое лицо «мен», окончание «мэн-мэн», «мен барамын», «келемын», «ойнаймын». Второе лицо «сен», окончание «сын-сын», «сен барасың», «келесің», «ойнайсың», «билейсің». Вежливая форма «сіз барасыз», «келесіз», «ойнайсыз». Третье лицо «ол» и множественное число «олар». Одинаковое окончание «барады», «келеді», «олар ойнайды», «ол билейді». Біз, окончание «мыз-мыз», «біз барамыз», «келеміз», «ойнаймыз». Сендер барасыңдар, келесіңдер, ойнайсыңдар. Сіздер барасыздар, ойнайсыздар, келесіздер. Вот и все. Думаю, это понятно и легко. Нужно немного еще практики. Для этого возьмем еще глаголы. Например, глагол «жаз» оканчивается на согласный, твердое слово «жаза», «сен жазасың». Ол көреді, мягкое слово. Біз айтамыз. Сіз тұрасыз. Мен сөйле, е гласный звук и краткое будет. Мен сөйлеймін. Сендер билейсіңдер. Олар сатып алады. Сен жасайсың. Сіздер әңгімелейсіңдер. И так далее. На прошлом уроке у вас было задание записать глаголы, которые вы знаете. И можете дальше продолжить с этими глаголами и просто довести до автоматизма. Следующее, рассмотрим их значение. Глаголы в этой форме используются для выражения будущего и настоящего времени, поэтому их называют ауспалы, переходное время. Сравним два предложения. Марат ертең алматыға ұшады, құстар ұшады. В первом случае глагол обозначает будущее время. Марат завтра полетит в Алмату. Во втором предложении глагол ұшады обозначает действие, которое обычно имеет место, то есть факты, общеизвестные информации. Птицы летают, люди разговаривают, адамдар сөйлейді. Также настоящее время можно назвать простое настоящее, как и в английском present simple, которое обозначает регулярное, повторяющееся действие, то, что происходит изо дня в день, и используется со словами-маркерами, как әдетте, обычно, әрқашан, ылғи, всегда, үнемі, постоянно, кейде, иногда, жиі, всегда, күнде, күн сайын, каждый день, апта сайын, каждую неделю, ай сайын,
каждый месяц, жылда, жыл сайын, каждый год. Например, ответим на вопрос «Сен не істейсің?» Чем ты занимаешься? Я писатель, и я пишу книгу. Это настоящее время. Мен кітап жазамын. Мен оқушымын, мен мектепке барамын. Что ты будешь делать завтра? Сен ертең не істейсің? Ертең, бүрсі күні, послезавтра, на следующей неделе, в следующем месяце, в следующем году. Это будущее время. Я буду писать диктант завтра. Мен ертең диктант жазамын. Мен ертең киноға барамын. Посмотрим еще примеры. Например, предложение «мен ерте тұрамын» можно перевести как «я встаю рано» или «я встану рано». Если добавить слово «ылғи», всегда. Мен ылғи ерте тұрамын. Я всегда встаю рано. Ертең я завтра встану рано. Сен күнде ауылға барасың. Күнде, каждый день ездишь в аул. Бүрсі күні ауылға барасың. Послезавтра поедешь в аул. Сіз үнемі уақытында келесіз. Вы постоянно приходите вовремя. Сіз ертең, вы завтра придете вовремя. Ол жыл сайын осы тестті тапсырады. Он каждый год сдает этот тест. Ол келесі жылы осы тестті тапсырады. Он в следующем году сдаст или будет сдавать этот тест. Остальные предложения попробуйте перевести сами. Задание для самостоятельной работы по этой теме выполните по ссылке. Надеюсь, было понятно и полезно. Сау болыңыздар.